Добрый вечер. На ТНВ новости, в студии Альбина Салгараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Идеи на миллионы или стартапы на любой вкус. Растениям, которые мы выращиваем в нашей вертикальной ферме, гораздо лучше, чем на свободе. Чем удивляют на венчурном форуме в Казани, узнал Дмитрий Аринин. Рейсовые автобусы под видом заказных. Черт его знает, я такой доверчивый дурак. Среда по нелегальным перевозкам пассажиров. Слават Мухаммадулян. Ждет квартиру четверть жизни. Почему Фарида Ахмешина из Агрызского района 18 лет не может улучшить свои жилищные условия, разбирался Сергей Хайдаров. Новая жизнь культового сооружения. Конструкции минаретов я таких никогда не видел. Как в Рыбнослободском районе восстанавливают мечеть, увидел Рамиль Галиулян. Практически от рассвета до заката сегодня в Казани изучают стартапы высоких технологий. В Казани Экспо открылся Российский венчурный форум. Приехали около 3000 участников из десятков регионов страны и зарубежья. Для инвесторов более 500 научных проектов, которые могут вырасти в большой бизнес. Что сейчас в тренде и кому инвесторы готовы вручить миллионы долларов, узнал Дмитрий Аринин. Попробуйте огурец. Такие огурцы и прочая зелень из новосибирской нанотеплицы. Местные кулибины придумали выращивать овощи в вертикальных стеллажах под светодиодами. Растениям, которые мы выращиваем в нашей вертикальной ферме, гораздо лучше, чем на свободе. Они у нас как в санатории растут, мы не используем пестицидов, и они получают нужные микроэлементы в нужном составе. А эти московские айтишники разработали инвестиционного менеджера. Специальные программы, изучив данные рынка недвижимости, способны подсказать, где лучше купить квартиру и когда ее будет выгоднее продать. Мы взяли данные из открытых источников, посчитали с помощью своих алгоритмов. Наши алгоритмы в целом на 90% универсальны для Нью-Йорка, для Москвы и для Казани в том числе. Мы разрабатываем технологию. Таких стартап-проектов, ищущих инвесторов, на форуме в Казани представили более 500. Немало разработок из Татарстана. Мембраны наши не пропустят, и рыба останется живой. Так специалисты КНИТУ КХТ выпустили мембраны, которые можно использовать на промпредприятиях при фильтрации вредных выбросов. Мы перешли к такой тонкой структуре, как мембрана, которая имеет селективный слой в сотню нанометров. В зависимости от различных процессов. Ультрафильтрации, обратный осмос. Помочь таким разработкам найти инвесторов, поставить дело на рыночные рельсы и призвана встреча в Казани. Как отметил Рустам Миниханов, интересных идей много, и они могут быть полезны не только бизнесу, но и государству. Я очень много дал поручений своим коллегам изучить и или попробовать, или спрашивал, как можно поддержать. И говорю, что Татарстан открыт для вас. Мы вместе, и то, что мы делаем в интересах всей нашей страны. Сейчас в России в научные проекты ежегодно инвестируют около 200 миллионов долларов. По мировым меркам рынок небольшой, но есть рост. Лучший проект этого форума получит инвестиции – 20 миллионов рублей. Здесь история про то, насколько команда понимает не просто про свою технологию, а как она сможет на базе этой технологии построить продукты, которые будет продавать. Соответственно, если в команде есть это понимание, есть понимание, каким образом будет строиться бизнес, значит, совершенно точно они получат инвестиции. Помимо государственных и частных вложений, участники форума могут рассчитывать на обучающие программы. Их готовы приобщить к инновационным центрам по всему миру. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. И сегодня же на площадке Казани Экспо Рустам Миниханов встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Здесь, кроме венчурного форума, сегодня проходит и заседание рабочей группы Госсовета России по образованию и науке, руководителем которой и является Андрей Травников. Также обсудили вопросы проведения в Новосибирске в июне этого года федерального сабантуя. Рустам Миниханов планирует его посетить, а коллег, в свою очередь, пригласил на WorldSkills в августе. Быть взаимополезными – эта фраза стала ключевой, и на встречу Рустама Миниханова с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В Кремле подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве края с Татнефтью. Напомним, товарооборот Татарстана с Алтайским краем в прошлом году составил 2,5 миллиардов рублей. От нас химия, нефтехимия, шины, от них мука, сыр, масло и лечебные средства. Сотрудничество не только продолжат, но и расширят. Рынок Алтая для нас, рынок Татарстана для Алтая.
Поэтому мы приветствуем наших коллег, очень представительной делегации, огромный интерес. Ну и потом новые направления, как IT, как цифровая технология, как электронные средства, там, электронные школы. Мы могли бы друг друга дополнить вот и этими направлениями. На самом деле, я думаю, что вот Рустам Нургалиевич сегодня очень правильно сказал, что даже если мы хотя бы на 20% выполним то, на что, значит, замахиваемся, то эффект уже будет ясен и чувствителен. Но мы собираемся выполнять все, что записали. К другим новостям. Ждет в своей очереди на квартиру четверть жизни. Со своей проблемой в нашу редакцию обратилась 87-летняя Фарида Ахмедшина из Агрыза. Она инвалид второй группы, ветеран труда, обладатель медали за добросовестный труд в годы Великой Отечественной. Ждет улучшения жилищных условий 18 лет, говорит она. Пока приходится скитаться из квартиры в квартиру. Чем это объясняют власти города, выяснял Сергей Хайдаров. Таких писем от городских властей Фарида Ахмедшина собрала немало. Все бережно хранит. Ей 87 лет, инвалид второй группы, ветеран труда. По закону женщине должна быть предоставлена квартира. Очередь стала в 2001-м, прошло 18 лет. Очередь ваша не дошла, постоянно говорят. А те, кто был после меня, почему-то получают квартиры. Даже местный депутат мне сказал, что в очередности нужно навести порядок. Всю свою жизнь Фарида Ахмедшина работала проводником поезда. Раньше здесь, в Агрызе, у нее была однокомнатная квартира, но в 90-е ее потеряла. Чтобы помочь сыну, она отдала ему квартиру. Тот жилье продал, открыл бизнес. Причем об этом женщина даже не знала. Дело долго не продержалось, бизнес быстро закрыли. В итоге дом арестовали, продали, бабушка осталась на улице. За комнату женщина платит 5500 рублей в месяц. Плюс коммуналка, вот и убежала пенсия, говорит Фарида Ахмедшина. Помогают соседи. Помогаем ей как можем. Ходим в магазин за продуктами, убираемся. Очень просим помочь бабушке. Эту историю длиною в 18 лет в администрации района, оказалось, прекрасно знают. Здесь нас уверяют, права на получение квартиры не нарушены. Пока бабушка стоит в очереди, предложили ей временно пожить в общежитии. Женщина отказалась. Действительно, Фарида Ахмедшина стоит в очереди с 2005 года. Сейчас она вторая. Субсидия на улучшение жилищных условий нам выделяются из федерального бюджета. Как только деньги поступают, мы сразу даем квартиру. Так свои жилищные условия улучшили 8 жителей, вставшие в очередь до 2001 года. Как говорят в районе, эти субсидии каждый год выделяют разным категориям нуждающихся. К примеру, в этом году заселять будут ветеранов боевых действий, в следующем как раз инвалидов. Значит, Фарида Ахмедшина получит жилье через год, спустя 20 лет. Сергей Хайдаров, Назир Нагуманов, Эльвира Вахитова, ТНВ Агрызский район. Мы ждем и ваших сообщений. В нашей редакции есть WhatsApp. Его номер на экране. Ваши новости, фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Нарушений закона нет. Сегодня в Казанском Кремле сообщили, накануне Совет по правам человека подтвердил законность действий татарстанских властей при расселении жильцов аварийных домов. Об этом представители СПЧ заявили публично после собственной проверки. Кроме того, стало известно, встреча аварийщиков с премьер-министром Алексеем Песошиным запланирована на следующую неделю. Публично, в общем, было заявлено со стороны представителей СПЧ о том, что они посмотрели, разобрались, и действительно нарушений закона нет. Это принципиально важно тоже понимать, что все идет в рамках закона. Да, есть вопросы, очевидно, которые нужно решить где-то с кем-то в индивидуальном порядке, исходя из ситуации. Но этим занимается рабочая группа Нигматуллина. Первый азан в обновленной мечети зазвучит уже в этом году. В Рыбно-Слободском районе началась уникальная реставрация духовного храма. Возродить памятник деревянного зодчества доверили одному из лучших реставраторов страны. Он разбирает объект по бревнам и увозит в Вологду. Такой метод восстановления используется в Татарстане впервые. Технологию возрождения увидел Рамиль Галиуллин. Мы где-то месяц проработали здесь, минус 20, по-моему, с ветром еще к тому же. Большая стройка развернулась в самом центре села Большая Елга еще в январе. Так мечеть выглядела в начале года, а это уже сейчас. За это время реставратор из Вологды Александр Попов оценил уровень изношенности объекта и определил план работ. Конструкции минаретов я таких никогда не видел. Вот. Конечно, здесь есть свои особенности, которые необходимо сохранить. Инструмент, которым это все было сделано. И сделать еще предстоит немало. Самая активная работа сейчас идет на крыше. Мечеть разбирают буквально по кусочкам, после чего каждую деталь промаркируют и отправят в Вологодскую область. Работы начались
встретились с минаретом мечети, и, как мы видим сейчас, он практически разобран. Восстанавливать объект будут на родине архитектора. Там испорченные временем фрагменты заменят на новые. По словам Александра Попова, вывести мечеть в разобранном виде не просто эффективный и быстрый, а единственный способ работы. Такой метод используют в Татарстане впервые. Если она была в 17 веке, значит, там, или там в 19 веке, мы восстанавливаем инструменты, которыми она была сделана, технологии, которые были использованы мастерами, строившими это. Эта мечеть появилась почти 1,5 века назад. С тех пор здание повидало многое, кроме капремонта. Оно успело даже побыть зернохранилищем. В последние годы за ним следили жители. И вот момент расставания. Некоторые даже прослезились, но это временно. Наши старожилы, которые посещают этот мечеть, они всегда своими силами отремонтировали, всегда здесь делали хотя бы мелкие ремонтные работы. Сейчас задача воссоздать здание с исторической точностью. Работа обойдется в 20 миллионов рублей. Это пожертвования прихожан и частные средства. За ходом работ следит Госкомитет. Наша задача, чтобы эти объекты функционировали. Когда есть хозяин, соответственно, он сможет и содержать, и чтобы это все было не просто сделать же ремонт, надо же еще поддерживать, потому что эта старина, она требует постоянного к себе внимания. Сегодня в Татарстане около 120 объектов деревянного зодчества. Завершить реставрацию этой мечети планируют к концу года. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Рыбнослободский район. В Татарстане проверяют сведения о просьбе сообщать в полицию об ученицах в хиджабах. Об этом сегодня рассказала Лилия Галимова. Напомним, на прошлой неделе в соцсетях распространилось фото письма, якобы написанное сотрудницей отдела по делам несовершеннолетних. В нем школу просят предоставить информацию об учащихся в платке. На сегодняшний день информация, которая известна в том числе нам, о которой нам сообщили, что это личная инициатива конкретного сотрудника. Чем она вызвана, чем была мотивирована, вот сейчас в МВД это выясняют. Безусловно, никакого распоряжения о том, чтобы вести такую работу, его не было и быть не может. В Татарстане увековечит память первого и единственного вице-президента Татарстана Василия Лихачева. Сейчас решается вопрос о том, в какой форме это будет сделано. В рейд по нелегальным автобусным перевозкам сегодня вышли транспортные инспекторы Казани. Напомним, на минувшей неделе в Подмосковье при незаконной перевозке в аварию попал микроавтобус. На месте погибли сразу 6 человек. Какие лазейки используют перевозчики и какой автобус сегодня не доехал до пункта назначения, расскажет Салават Мухаммадуллин. По переулкам с чемоданами и в спешке. Эти люди торопятся на свой автобус в Йошкар-Олу. Остановка в прямом смысле слова у столба. Камерам здесь явно были не рады. Извините, пожалуйста, автобус. Почему? Потому что я сломался, у меня пассажир сейчас будет выходить. Так совпало, сломался он именно в момент, когда подошел проверяющий. Он смотрит карту маршрута, страховку пассажиров и путевой лист. По мнению инспектора, эта перевозка под видом заказной оказалась рейсовой. Вот оформлен путевой лист на перевозку пассажиров. Под видом заказных осуществляет регулярные перевозки. Заказным автобус может считаться тогда, когда машина выделяется для отдельной перевозки группы людей. Например, туристов. В этом же случае билеты продавались отдельно, и пассажирам пришлось покинуть салон. Мы приезжие гости, мы не знали. Вот попалась по интернету и все. Так... Почему не на вокзале? Безопасно. Да, потому что у вас написано рейсовый автобус, вот, например, на сегодня нет. Свои билеты на автобус пассажиры пошли возвращать в офис на соседней улице. И их недовольство понять можно. Рядом с офисом появились другие люди, представились простыми прохожими. Их явно не устраивало, что появились проверяющие в сопровождении журналистов. Заказ, капитальный заказ. Что за заказ? Расскажи. Вы прекрасно все понимаете. Точно такая же ситуация уже до вокзала. Микроавтобус с табличкой «Заказной» ждал пассажиров в набережной Челны. Билет покупали? Да. А она никуда не едет. А откуда покупали? А я заранее заказываю. А, билет через интернет? Да. Почему не через автовокзал? Так удобнее. А вот Фагим Халитов вовсе утверждает, билет купил у прохожего. Черт его знать, я такой доверчивый дурак. Надо было мне ждать только на автовокзале. И ладно бы только приходилось ждать. Уезжая с неофициальным перевозчиком, будь уверенным, в безопасности поездки невозможно, говорят в Ространснадзоре. 4 апреля такой же заказной автобус попал в аварию в Подмосковье. 6 погибших. А в данных случаях мы не знаем, как эти организованные перевозки и что за механик поставил там отметку. Вообще ставится эта отметка или нет, проверяется автобус при выезде или не проверяется. И насчет медицинского работника.
также имеются сомнения. Сегодня по итогам проверки открыли 2 административных дела. Будут выяснять собственников. Сейчас в республике 42 официальных перевозчика, которые обслуживают 149 маршрутов. Чтобы стать одним из них, нужно проходить через конкурс и работать по договору. Салават Ухмадуллин, Ишат Мухамедов, ТНВ, Казань. В этом году в России должно быть зарегистрировано 200 тысяч самозанятых. План для Татарстана – 60 тысяч. Как их найдут, что для этого сделают и как мы выглядим на фоне других регионов, читайте в интернет-газете «Реальное время». В погоне за мотоциклистами только на мотоциклах. Инспекторы ГИБДД сегодня провели рейд по профилактике ДТП среди тех, кто с приходом весны пересаживается за руль железных коней. Чтобы угнаться за нарушителями, инспекторам приходится самим стать мотоциклистами. Проверяют первым делом наличие регистрации в госавтоинспекции, номера на мотоцикле и водительских прав на транспорт. За эти нарушения штраф от 5 до 15 тысяч рублей с помещением на штрафстоянку. По итогам 2018 года в результате дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов произошло 89 дорожно-транспортных происшествий, по результатам которых 13 человек погибло и 94 получили ранения различной степени тяжести. Ездила за рулем с младенцем на руках. Жительница Челнов оказалась в центре скандала из-за ролика в соцсети. 28-летняя женщина выложила видео, на котором в одной руке автоледи держит ребенка, в другой руль. Видео быстро набрало популярность и получило много разных отзывов. ГИБДД уже выяснила. За последние 3 года женщина нарушала ПДД 20 раз. Сейчас роликом заинтересовалась прокуратура. Задача по обеспечению соблюдения всеми участниками дорожного движения соответствующих правил возложена на Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВД России. В связи с этим указанное видео направлено в прокуратуру набережных Челнов для организации проверки с привлечением сотрудников территориального подразделения ГИБДД. Это новости на ТНВ. Далее в программе. Открытие музея великого офтальмолога Адамюка. Теперь мы даже знаем, где он родился, в каком городе, именно в каком поселении. Что о нем помнят, с потоками пообщалась Юлия Муратова. У кого красивее, вкуснее или хороша ложка к обеду? Самое главное – это душой готовить, интересом, чтобы душу вложить в блюдо, чтобы она получилась. С праздника национальных блюд Алия Хайрудинова. Сегодня Рустам Минниханов встретился в Кремле с генеральным консулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым. Он покидает свой пост и уезжает в Москву на новую должность. Напомним, Еркин Тукумов был назначен генконсулом Казахстана в Казани в январе прошлого года. Тукумов поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку и совместную работу. Наша республика готовится к выборам. Сегодня в большой студии ТНВ выступили участники предварительного голосования в депутаты Госсовета Республики. Главные позиции своих предвыборных программ участники ток-шоу озвучили и получили оценку экспертов действующих депутатов Госсовета. Увидеть программу «Наша республика. Наше дело» можно сегодня на нашем телеканале в 22:10. Повтор программы 21 апреля в 13:30. 26 мая мы все с вами придем на предварительное голосование и действительно выберем достойных кандидатов в Государственный совет Республики Татарстан. А почему ее надо смотреть? Потому что вы увидите этих кандидатов, вы увидите мнение экспертов, которые подскажем, на что им нужно обратить внимание. Смотрите нас в 22:00 на телеканале ТНВ. Сегодня на площадке Республиканской офтальмологической больницы онлайн-трансляция одной из самых сложных операций на глаза. Опыт микрохирургов увидели тысячи врачей по всей России. А в музее офтальмологической школы глазная медицина прошлого века и история великого офтальмолога Емельяна Адамюка. С его потомками сегодня пообщалась Юлия Муратова. Такую операцию офтальмологи между собой называют «кот в мешке». На столе пациент с сахарным диабетом. Болезнь ведет к слепоте. Эту сложную по технологии операцию наблюдают тысячи врачей со всей России онлайн. Большой зал, большое количество докторов, которым, я думаю, интересно, и много молодых, начинающих. И вот этот вот формат, конечно, вот эта живая хирургия, это больше, наверное, такой момент образовательный, познавательный. Эта конференция много чем сегодня удивила. Среди участников потомки основателя глазной науки в республике. Казанскую школу офтальмологов еще в 19 веке открыл Емельян Адамюк. И здесь его потомки из Австрии – Роланд и Барбара Клосс. Некогда их бабушка, одна из детей профессора, вышла замуж за австрийского офицера. Именно от нее они узнали неизвестные ранее детали биографии врача. Много историй о нем нам рассказывала бабушка, каким великим человеком он был. Мы гордимся, что в России о нем помнят и готовы этому содействовать. Теперь мы даже знаем, где он родился, в
каком городе, именно в каком поселении, потому что некоторые данные энциклопедические, можно сказать, что придется переписывать. Настоящая фамилия Адамюка, когда он родился, его звали не Емельян Валентьевич Адамюк, а его звали Емельян Дебинский. From Emilian and Valentin Адамюк. Такую коллекцию визиток семьи профессора они сегодня передали музею офтальмологической школы. На руках остались личные документы врача, научные статьи и фотографии. На экспозициях нового музея гениоскопы, динамометры и глазные инструменты. Все это Емельян Адамюк использовал в своей лечебной практике. Юлия Муратова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Сдай ЕГЭ по русскому языку и литературе, выиграй грант от ТНВ и работай на телевидении. Наш телеканал продолжает принимать заявки на конкурс «Айда на ТНВ». Его первый этап уже на экваторе. До 19 апреля нужно прислать эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг». Работы принимаются по электронному адресу, он сейчас на экране. Стать участником и получить шанс выиграть грант на высшее образование в КФУ могут выпускники школ, техникумов или колледжей. Вкусно, красиво, а главное по-татарски. В Казани сегодня начался конкурс имени Юнуса Ахмедзянова. Именно он впервые собрал воедино рецепты татарской кулинарии. Сегодня соревновались в мастерстве 48 участников. Шеф-повара и студенты не скрывают. Книга Юнуса Ахмедзянова для них настольная. Эстетическое удовольствие от увиденного получила и Алия Хайрудинова. Представитель дома татарской кулинарии. Наверное, именно так выглядит гастрономическое удовольствие. Ильгиз Галиев родом из Ташкента. Сегодня он на вкус оценивает качество татарских блюд. Для нас приоткрыл секрет приготовления нежной баранины. Издревле повелось, что татары – кочевой народ. Пища должна быть высокоуглеводной, высокобелковая и высокоэнергетичная. Соответственно, ребята приняли этого внимания и приготовили наш локальный продукт, это баранина. Кыстыбый, лапша, чак-чак. Мастерство приготовления национальных блюд татар многие черпали из книг знаменитого Юнуса Ахмедзянова. Впрочем, и конкурс кулинаров его именем. Ильнур Гимаев может похвастаться не только своим мастерством, но даже книгой, подписанной самим мастером. Книга есть, дома лежит. Как говорится, с его подписью. Был подарен моей маме, моей супруге. Помимо шеф-поваров соревнуются и студенты. Задание – приготовить чак-чак. И тут важно соблюсти все пропорции. Главное не переборщить с мукой. Также нужно уметь сочетать соотношение сахара и меда. В самом центре те самые воспетые Юнусом Ахмедзяновым татарские национальные блюда. Чак-чаком, губадией и треугольниками не ограничились. К примеру, из соленого теста и талтыш-калява соорудили вот такую деревенскую композицию. Роберт Минулин назвал Юнуса Ахмедзянова певцом татарской кулинарии. Как оказалось, и сами певцы черпают у мастера вдохновение. Приготовление любой пищи, любой, скажем, там, или шишмак, или бариш, если ты не вкладываешь душу, то она никогда не будет вкусной. Вот об этом Юнус Абы всегда говорил, надо еще душу вкладывать. Сегодня национальная кухня – это тренд. На это есть спрос и желание учиться готовить. Книги Юнуса Ахмедзянова есть не у всех, но его рецепты точно в интернете. Можно найти пошаговый алгоритм кулинарным шедеврам именитого повара. Алия Хайрудинова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Камбэк спустя 20 лет. В эти минуты в Казани проходит международный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки. За победу борются больше 200 участников из 14 стран мира. Во главе жюри сама Альбина Шагимуратова. В ратуше сейчас Салават Мухаммадуллин. Здравствуй, Салават. Может ли стать конкурс событием года? Добрый вечер, Альбина. Мне кажется, это безусловно. Это мероприятие претендует на звание «Событие года». Здесь вот живой оркестр, оперные певцы. Так открывается международный конкурс вокалистов имени Михаила Ивановича Глинки. В зале около 100 человек, вот даже на балконе мест нет. На сцене одни из лучших оперных певцов страны, в том числе и великолепная Ирина Богачева, Альбина Шагимуратова. И словами это звучание, мне кажется, просто не передать, поэтому сейчас я предлагаю послушать отрывок одного из выступлений.
Этому конкурсу больше полувека, правда, 5 лет назад он взял небольшую паузу, но вот сейчас возрождается он именно в Казани. Примет участие в нем около 250 человек. И вообще это один из самых старейших конкурсов страны, а потому победа в нем – это как минимум общероссийское признание. И сейчас я предлагаю послушать мнение председателя жюри, заслуженной артистки России Альбины Шагимуратовой. Президент Республики Татарстан Рустам Маргаринович Минниханов так откликнулся активно на мою просьбу возродить конкурс «Глинки». Помимо того, что это старейший конкурс в России, это конкурс с огромными традициями. И я сама являюсь лауреатом первой премии этого конкурса еще при Ирине Константиновне Архиповой в 2005 году. Конечно, это прекрасно. Сам конкурс стартует уже завтра. Он пройдет в 3 тура, но завершится 19 апреля гала-концертом. Альбина. Спасибо, Салават. Я напоминаю, это был Салават Мухаммадуллин. Сейчас он работает в Казанской ратуше на вокальном конкурсе. И на этом я пока прощаюсь. Увидимся в 21:30. Настоящий праздник страсти и огня. На манеже медведи. Косолапые танцуют, играют на музыкальных инструментах и даже на передних лапах пройдутся. У нас это милые мишки, которые настолько очаровывают публику, что, да, наверное, равнодушными не остаются не только дети, вообще все. А еще львицы и суматранские тигры, лошади, волки и верблюды. Каждые выходные для зрителей не просто шоу, а целая история. Каждый из 90 артистов лучший из лучших. Трюками на бешеной скорости поразят воображение акробаты. Они обладатели самой престижной международной цирковой премии Монте-Карло «Золотой клоун». Попадая в сказочный мир баронетов, невозможно оторвать взгляд от манежа. Захватывает дух от акробатов. Второй раз мы уже на шоу, ей раз вообще волшебно. Цирк классный, суперский. Шоу продлится только до 28 апреля. Альбина Слугараева, ТНВ, Казань. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции. Портьерный салон «Феерия». Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Сувар Холдинг. Созидая во благо. Официальный дилер Татсун Марка объявляет недели роскошных предложений. До 15 апреля весенние скидки. Лови момент. Подробности по телефону 4 5 3 7. Новое ледовое шоу Ильи Авербуха. 24 апреля. Татнефть-арена. В Казанском цирке только до 28 апреля. Шоу Гиерадзе. Баронетты. Титулованные артисты, опасные трюки. Успей купить билеты в Казанском цирке. Баронетты! В автоцентре Марка весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 5 3 единицы. Переходи на цифровое телевидение от Таттелеком. Огромное количество национальных, спортивных и детских телеканалов. Ставь на паузу, перематывай и смотри архив передач. Фильмы, спектакли, передачи на русском и татарском языках. Цифровое телевидение от Таттелеком. Мы знаем, что вы любите. Подключайся. 222 22 22. Напоминаем, в аптеках Фармленд выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки Фармленд. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Только в апреле в аквапарке Ривьера сезон выгодных цен и сладких подарков. Лечение катаракты в Эксклюзив Плюс от 25 тысяч рублей. 279 70 70. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Внимание! Это важно! Как смотреть ТНВ после перехода на цифру? Подробная информация на сайте tnv.ru. Смотри ТНВ по-новому. ТНВ. Мы работаем для вас. Здравствуйте. Солнечный и теплый антициклон начинает сдавать свои позиции. И в пятницу во многих районах Татарстана небо затянет облаками. Но об этом позже. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность до 17 градусов тепла. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге температурный фон пока сохраняется высоким, плюс 19, будет ясно.
На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске облачная погода с прояснениями. Днем плюс 15, местами до плюс 20. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе небо затянет облаками. К вечеру возможен дождь, плюс 11. Для юго-запада 12 апреля будет теплым, плюс 13, плюс 15. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше ясная погода и до 19 градусов тепла. В субботу температуры понизятся, будет пасмурно и дождливо. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры и уникальные программы по лечению мужских и женских заболеваний, а также специальные скидки для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. В Казани переменная облачность. К вечеру синоптики обещают дождь. Дневные температуры плюс 11, плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%. В утренние часы ожидается магнитная буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.